Уже через 7 месяцев нам с вами предстоит выбрать новый состав парламента. Всего 100 депутатов. Уже сегодня политологи говорят и предупреждают партии, что нужно активизироваться. Ведь большинство жителей Татарстана просто не в курсе, что в этом году выборы. Прекратить полномочия секретаря Татарстанского регионального отделения партии Мухамедшина досрочно. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Политический сезон в Татарстане открыт. В начале недели делегаты на конференции Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» тайным голосованием выбрали того, кто будет стоять у руля в течение следующих 5 лет. Секретаря, под чьим руководством должна пройти нынешняя избирательная кампания «Единой России» в Госсовет Татарстана. Среди альтернативных кандидатур предлагали главу Лаишевского района Михаила Афанасьева и депутата Госсовета Геннадия Глушко. Большинством голосов на новый срок был переизбран Фарид Мухамедшин. Большая работа впереди, серьезная, на которую, я думаю, мы не пожалеем средств и опыта, который уже появился у регионального отделения партии, с тем, чтобы то доверие, которое есть, мы оправдали и получили поддержку. На конференции заместитель председателя Госдумы страны Игорь Сапко отметил, партия не удовлетворена итогами прошедших выборов и губернаторов, и в региональные парламенты 2018 года. То, что партия решила обратить на это пристальное внимание, наглядно демонстрирует прямую заинтересованность к более активной работе на местах. Первоочередная задача – это слышать людей, понимать, что их сегодня волнует, и самое главное, реально на местах добиваться того, чтобы обращения и наказы людей были реализованы. Я думаю, что сегодня у регионального отделения есть очень серьезный потенциал. Наверное, не случайно партийная организация сегодня является одной из лучших в стране. Кто будет представлять «Единую Россию» на выборах? Партия решила не отходить от традиции. В понедельник кандидаты в кандидаты начали подавать документы на участие в праймерис. Есть запрос серьезный на то, что придут новые люди. Мы для них подготовили достаточно серьезную программу. Помимо того, что оргкомитет будет в каждом округе проводить встречи с избирателями, у нас еще порядка 500 будет встреч в формате дебатов. Среди первых зарегистрированных студентка Диана Демина. И у нас очень большой процент молодежи и в городе Казани, и на территории всей республики. И хочется, чтобы показать, что молодежь способна продвигать свои идеи, выносить свои инициативы. Я пришел за консультацией, чтобы узнать, какие документы необходимо подать. Тяжеловесы тех, кого мы привыкли видеть по телевизору, пока определяются. Дмитрий Романов отмечает, статус депутата Госсовета позволит решить больше проблем, с которыми обращается население. Решая огромное количество вопросов, связанных с ЖКХ, имея определенный опыт работы, я считаю, что его нужно все же попробовать как-то применить на уровне республики. Кандидатов в депутаты «Единая Россия» выдвинет по итогам предварительного голосования. Оно назначено на 26 мая. Новшество этого года: за 5 дней до этой даты будет открыто электронное голосование. Голосование привязано к порталу государственных услуг. То есть человек, только попав в свой личный кабинет, сможет проголосовать. Показателем того, что сегодня люди не видят приближения вот этой кампании, является вот эта вот позиция, значит, не пойду на выборы. Где-то около 24% говорит о том, что они на выборы не пойдут. С доктором политических наук обсуждаем данные мониторинга Фонда «Общественное мнение Татарстан». Исследование было проведено с 5 по 25 февраля. Было опрошено 1500 человек в Татарстане. Если бы выборы прошли сегодня, то политический расклад сил выглядел бы так. Большинство опрошенных поддерживают партию «Единая Россия». Это 40%. На второй строке КПРФ. По сравнению с прошлым годом рейтинг снизился до 16% голосов. Партия «Справедливая Россия», как и в прошлом году, набирает стабильно 5,3%. А вот ЛДПР чуть улучшила позиции. Ей предпочтение отдали 8% опрошенных. Что касается остальных, то пока их не видно. Вот мы знаем, что, значит, антирейтинги у многих превышают их рейтинги. Вот, а, собственно, этот рейтинг тоже находится на грани статистической погрешности. Лично я и наша команда, мы ждем это с 2014 года. После провала в 2014 году мы сделали уроки над ошибками. Рушинья Бельгельдеева ставит задачу провести в новый парламент минимум 5 справедливоросов и плюс победителей в одномандатных округах.
Партия провела свой срез, соцопрос. Были выявлены проблемные территории. Там будет усилена работа. Идет подбор кандидатов в депутаты, а также открываются общественные приемные, где будут принимать избирателей. Мы уже сформировали по Республике Татарстан свою команду в членах участковых комиссий с правом решающего голоса. Многие из них новенькие. И для них у нас сегодня в партийных офисах проходит еженедельное обучение. Родину и родители не выбирают. Что имеем, то имеем. Поэтому мы реальные люди. Если мы просто пройдем, это и то будет удача для нас. Такие задачи ставят в татарстанском отделении ЛДПР. Марсель Габдрахманов отмечает, подбор кандидатов сейчас идет по всей республике. Затем будет обучение, они поедут в Москву. Также в Татарстане ждут политтехнологов из Москвы. Мы готовим таких, потому что, чтобы были чистые, чтобы и опыт работы в партии были членами партии, и чтобы у них никаких там, никаких недостатков не было. Цель максимум определена для нашей партии на этих выборах в Татарстане. 30% голосов избирателей. Понятно, что это большие цифры и предстоит большая работа. Кроме того, мы уже определились предварительно с большинством кандидатур одномандатников, то есть у нас уже есть 43 кандидатуры. Артем Прокофьев отмечает, Татарстан – первый регион, который был заслушан на Центральном штабе КПРФ в Москве. Утвердили и подходы, и планы, и предварительные кадровые решения. Акцент в эту избирательную кампанию решено сделать в том числе и на новые технологии. И вообще это, кстати, избирательная кампания, надо понимать, да, она не будет такой, как в 2014 году. Не потому, что мы будем по-другому ее вести, или Единая Россия ее будет по-другому вести, а технологически у людей смартфоны, у нас есть социальные медиа, да, которые уже по влиянию, они, как минимум сопоставимы даже с региональным телевидением. Какой будет эта избирательная кампания? Дать первые оценки можно будет летом, отмечает Андрей Большаков, когда начнется активный период агитации. Рейтинг партий, который показал мониторинг сегодня, может измениться. Сергей Темляков, Андрей Мохов, 7 дней.